Размышлизмы. Сегодня у нас 29 марта 2021 года, и я размышляю на тему языков, их сохранения, того, что в будущем будет с языками, и вот прочие моменты, связанные с будущим человечества, да, и с будущим неких вот таких вот сообществ людей, наций, этносов, народов и так далее. Что вообще с этим будет в будущем и какие возможны варианты. И также все, что связано с языком. Да? Давайте начнем с языка. На текущий момент на планете Земля среди представителей Homo sapiens примерно около 5000 языков существует, и число этих языков каждый год уменьшается. Есть умирающие языки, и когда последний носитель этого языка умирает, соответствующий язык тоже исчезает. С другой стороны, есть процесс, когда какие-то языки специально искусственно создаются. Например, эсперанто. Да? На нем не так много людей разговаривают, но тем не менее есть. Также нужно понимать, что язык и идентичность — это совершенно разные категории. Да? То есть вот религия, язык, идентичность и прочее — это совершенно разные моменты. Да? То есть в голове у одного человека может быть способность разговаривать на нескольких языках, и при этом отсутствует способность говорить на своем родном. Да, то есть, пожалуйста. Или вот есть куча людей, допустим, в Российской Федерации, которые, допустим, там, мариец, например, мариец, который марийского не знает, знает русский, да, например. Знает русский и английский, да, там, но марийского не знает. То есть, знание родного языка, там, марийского языка, незнание, оно не говорит о том, что какая у человека идентичность, но при этом он себя считает марийцем, да. Такие моменты существуют, нужно понимать. И вот когда мы говорим о языке, о сохранении языков, да, вот я часто наблюдаю некоторое непонимание с разными представителями вида Homo sapiens и представителями этноса, в том числе башкирского этноса, некоторых моментов. Вот смотрите, что такое культура, да? Что такое башкирская городская культура, в чем она вообще выражается? Вот если мы говорим про архаичную культуру, то есть, да, какая-то архаичная культура — это та культура, которая, в общем-то, скажем так, немного архаична. Она может быть не совсем интересна, не совсем современна, но она именно фольклорна и отражает традиции, быт народа в прошлом и так далее. Да? Это, конечно, хорошо, это должно быть. Но гораздо больше для сохранения языка, да, играет роль именно современная башкирская культура, которая интересна современным людям, которые живут в городской среде. А что это может быть? Да? Вот самый простой пример — это мультфильмы и фильмы на башкирском языке. То есть, когда берется, допустим, фильм Уолта Диснея, это современные, да, там, американские мультфильмы, и переводится на башкирский язык. То есть, это городская культура, по сути, да, там, как бы, которые башкиризируются, и они становятся таким образом элементами башкирской культуры. И башкирские дети могут смотреть эти мультфильмы на башкирском языке, им интересно, они сразу понимают башкирский язык, и им не нужно ходить в какие-то там башкирские театры, там, смотреть какие-то архаичные, значит, элементы башкирской культуры. Это, конечно, тоже нужно, да, но для сохранения языка это играет гораздо более серьезную, важную и прогрессивную роль, да, вот, допустим. То же самое касается фильмов. Фильмы, конечно, можно снимать, да, то есть, но если их снимать, это очень дорого, сложно и так далее. Но можно поступить гораздо проще и дешевле. Я об этом уже много раз говорил. Можно брать лучшие фильмы там, из соответствующих рейтингов, там, допустим, топ-100 лучших фильмов всех времен и народов, там, да, и переводить их на башкирский язык. В этом случае это и интересно, и сохраняется язык, и таким образом башкирский этнос уже становится более близок к высокой городской современной культуре. Да? То есть не к архаичной культуре, да, а именно к современной культуре. И как бы это полезно со всех точек зрения. То есть, когда под культурой понимаются вот танцы какие-то в лисьих шапках, да, или игра на курае, исключительно это, я считаю это неправильным. Да? Я считаю, что культура — это не только танцы в лисьих шапках и игра на курае, на кубызе, да, и так далее. Я считаю, что культура — это прежде всего городская культура, если мы об этом говорим. Это брать произведения, да, хорошие фильмы, хорошие мультфильмы, обучающие видео там разные, да, и переводить их на башкирский язык.
Вот брать с английского, тупо переводить нормально на башкирский язык. Как это делают наши татарские братья. Да? И не воровать деньги, да, вот на этом процессе. И это не так уж дорого стоит. Вот если так уж говорить, да, это стоит гораздо в разы дешевле, чем некоторые другие процессы. Я еще в 2017 году обращался к Урутаю по этому поводу, но ВОС и ныне там. Я потом придумал этот проект по переводу мультфильмов на башкирский язык, обращался за грантами 4 раза, ни разу не выиграл эти гранты там, и прочее. История с этим известна. Хотя самая простая элементарная штука – брать мультфильмы и фильмы и переводить их на башкирский язык. Хорошие образцы мировой культуры, да, и башкиризировать их. Вот ответ на вопрос. При этом мы имеем огромное количество учителей башкирского языка, которых уволили, которым нечем заняться, они знают башкирский язык, они могут их озвучивать, переводить. Мы имеем в виду огромное количество актеров башкирских, которые получают маленькие зарплаты, которые с удовольствием этим займутся, да, и прочие моменты. То есть мы имеем все ресурсы, чтобы все это сделать. Ну и просто у кого-то не хватает воли, а на самом деле просто нужно деньги украсть и вот этой фигней не заниматься. По большому счету, те люди, которые за это ответственны. Если бы это было не так, они бы могли бы выделить гранты, да, соответствующие. Вот. Теперь, что касается того, что у нас с мультфильмами, фильмами на башкирском языке, вернее, их отсутствие, либо их наличие в очень незначительном количестве. Да? Теперь, что касается языка, да, более подробно. Вот смотрите, с языком здесь история такая, что для сохранения языка вот сейчас парадоксальным образом возникает ситуация, что язык может быть сохранен без его носителей. Потому что сейчас происходит интенсивная цифровизация всех языков, ну не всех языков, некоторых языков. И уже скоро будут такие ситуации, когда вот по YouTube идет что-то, да, на английском, и автоматически прям звук переводится разными голосами там, на испанский, на французский и так далее. Вот человек, допустим, испанец смотрит, и он не хочет на английском слушать, он хочет на испанском. Выбирает испанский, и уже звук идет на испанском. Автоматический перевод, это будет искусственный интеллект все делать. Субтитры там уже сейчас так работают, субтитры, но в будущем будет и голос меня как бы на соответствующем языке. И вот по большому счету речь идет о том также, что все больше и больше общения представителей вида Homo sapiens происходит не с другими представителями вида Homo sapiens, а с телефоном, с телевизором, значит, с YouTube, с компьютером там, и так далее, и так далее. Большая часть информации будет как бы поступать, вот, и все общение будет через телефон и так далее. Да? И если это так, то вот тот факт, какой язык цифровизирован, да, он как бы будет отражать вообще, какой язык выживет и какой не выживет. И на самом деле здесь речь идет про простую штуку. Если башкирский язык будет в достаточной степени цифровизирован, так что искусственный интеллект сможет его, значит, распознавать, синтезировать речь на этом языке, делать субтитры, да, там, и прочие разные моменты, то, собственно, язык башкирский выживет, даже если вот эти вот представители башкирского этноса сделают все, чтобы он сдох вместе с ними. Потому что я знаю многих представителей вида Homo sapiens, которые являются представителями башкирского этноса, и они исходят из такой позиции, что они хотят, чтобы башкирский язык сдох вместе с ними. Ну, мне вот так представляется, да? Их желание такое, вот они там такие великие, значит, представители башкирского этноса, что им необходимо просто, чтобы башкирский язык сдох вместе с ними. Вот. То есть есть механизм, несмотря на наличие таких представителей вида Homo sapiens, которые в том числе ответственны за башкирский язык, несмотря на их наличие, можно сделать так, чтобы даже если они издохнут, башкирский язык не сдохнет вместе с ними, а останется. И это будет благодаря цифровизации. И цифровизация, она что дает? Даже если все представители какого-то этноса там, да, как бы уйдут в мир иной, то язык, если цифровизирован их, то потом и этот язык можно восстановить. Ну, то есть, вот есть какое-то видео, он автоматически переводится на башкирский. Там, автоматически голосом, субтитры, там, да, все просто делается на башкирском. Есть там какой-то текст, автоматически все на башкирском. Все. Сейчас есть даже вот такие вот переводчики, ты туда говоришь, там, допустим, на английском, выбираешь японский язык, и оттуда идет голос на японском.
То есть ты приезжаешь там в Японию и говоришь по-русски: здравствуйте, где находится там Макдональдс? И он прям голосом, он тебя слушает, и он говорит местным японцам на японском языке. И там куча языков, там 6-7 языков уже в этих устройствах. Да? Если это все будет цифровизировано, башкирский язык, то там будет в том числе и башкирский, он будет автоматически все переводить. Это вопрос цифровизации. И вопрос того, сохранится ли достаточное количество носителей башкирского языка, кому вообще интересен башкирский язык, да? И насколько быстро башкирский язык будет цифровизирован. Да? То есть если башкирский язык будет цифровизирован достаточно быстро, чтобы вот эти переводчики были, да, и будет достаточное количество представителей башкирского этноса, а в будущем башкирской нации, кому важен башкирский язык, то башкирский язык никуда не исчезнет. Им будет интересен башкирский язык, он уже будет цифровизирован, и они с самого детства смогут его внедрять своим детям, потому что он уже цифровизирован на YouTube, все субтитры там на башкирском. Да, там, несмотря на наличие какого-то там российского государства, которое будет внедрять российскую идентичность и уничтожать башкирский язык, еще что-то, то есть все, его будет невозможно уничтожить для тех людей, которые не хотят, чтобы он был уничтожен, да, которые хотят его использовать, там, передавать следующим поколениям и так далее. Понимаете, о чем идет речь, да? То есть речь идет про скорость. Что произойдет быстрее? Быстрее они уничтожат башкирский язык у следующих поколений башкирского этноса, либо же его успеют цифровизировать, и тогда его уже будет невозможно уничтожить. Вот о чем идет речь. Я думаю, что успеют его цифровизировать, и сейчас вот я знаю, что какие-то моменты делаются, я отдельное видео сниму. То есть сейчас идет работа по тому, чтобы в программе Mozilla можно было, я там до конца не понимаю пока, да, но, в общем, можно будет сделать так, чтобы в будущем уже были субтитры на YouTube на башкирском. Да, это очень важно. Вот. Это, такой серьезный шаг, там нужно голосом около 500 тысяч фраз проговорить, да, то есть отправлять им, и большое количество людей для этого нужно будет задействовать. Я про это сниму отдельное видео. Как вы можете помочь этому проекту? Это действительно очень важный проект. Вот. Таким образом, еще раз, что бы я хотел бы сказать. Языки некоторые исчезнут, потому что не успеют цифровизироваться, а представители этих народов, они просто умрут, и и все, их языки исчезнут. Да? То есть есть такие языки, которые реально исчезнут, не успевшись цифровизироваться, и вряд ли их потом можно будет восстановить. Те языки, которые цифровизируются, собственно, они уже никуда не исчезнут. Все, они цифровизировались, есть они в цифровом виде. При желании соответствующих людей всегда можно будет восстановить. И следующее поколение людей, вот, допустим, с башкирской идентичностью, да, они всегда смогут с самого детства делать так, чтобы их дети знали башкирский язык. Для этого просто берут YouTube, да, включают там мультики любые, не переведенные на башкирском. Искусственный интеллект сам переводит их на башкирский язык. И дети смотрят все это на башкирском автоматически. Все, фильмы, мультфильмы, все на башкирском. Автоматически, потому что язык уже цифровизирован. В будущем так и будет. Да? То есть, чтобы было понимание. Это про языки. И это вопрос целеполагания, потому что в будущем на Марс уже полетели, да, примарсились там и так далее. Это будет вопрос к башкирской нации. Захотят ли будущие члены башкирской нации вообще говорить на башкирском языке? Или у них будет мотивация такая: зачем нам какой-то язык, мы, в общем, знаем английский, нам этого достаточно, да. То есть я думаю, что все это переводы на разные языки и так далее, это очень несложная, очень простая штука для искусственного интеллекта. Она происходит автоматически. Если это ты цифровизировал, то все есть. Да, и это просто вопрос собственного эго, собственного чувственного достоинства и так далее. Да? То есть ты хочешь, допустим, говорить на родном языке, чтобы твои дети говорили на родном языке, это не составляет проблемы. У тебя всегда есть какой-то инструмент рядом, да, в котором не 5000 языков, а 1000 языков забито, и ты говоришь ему на башкирском, это переводится допустим, на какой-нибудь южнокорейский, и твой южнокорейский человек отвечает тебе на южнокорейском, ты услышишь на башкирском. Все. То есть, пожалуйста, в будущем при цифровизации все это будет в искусственном интеллекте и в переводчиках автоматических, и любые люди смогут
просто из чувства собственного достоинства, из чувства эго говорить на том языке, на котором хотят. Как бы, да? Вот как бы вопрос того, что такое цифровизация и как это будет работать. И даже если они полетят на Марс, там, на Венеру, на Юпитер, там, на какие-то другие планеты, они, в общем-то, если язык цифровизирован, могут сохранять и язык, там, и идентичность и так далее. Это вот что касается языка. Теперь, что касается наций, что я думаю. Что касается наций, я думаю следующее. Значит, я сейчас не хочу этнос, нация, менталитет, там, разница, вот эту идеологию как бы развивать, да, то есть нужно это формализованно давать. А здесь у меня чисто размышлизмы. Поэтому вот такая биологическая штука как бы есть, да, вот смотрите, чем отличается один вид от другого? Биологически один вид от другого отличается тем, дают ли как бы представители этого вида потомство при скрещивании, да, при скрещивании. Вот мы берем самца и самку как-то одного вида, и если, допустим, у них получается потомство в результате их скрещивания, то значит это представители одного вида. Если не получается потомство, то это представители разных видов. И вот мы знаем, да, как бы, возможно, я повторюсь, но, возможно, кто-то не знает эту информацию. Значит, исходя из научных данных, примерно 200 тысяч лет, на протяжении 200 тысяч лет, коренными жителями и господствующим, как бы, самым разумным существом, которые жили на территории Евразии, были неандертальцы. Неандертальцы, да, такие, это коренастые такие, значит, существа, неандертальцы. Такие светлые, коренастые существа, неандертальцы. Ну, вы, как бы, картинки с ними видели. Потом к ним пришли кроманьонцы. Кроманьонцы пришли с Африки. Да, и, собственно, произошел определенный геноцид неандертальцев. И вот Homo sapiens — это гибридное существо между, как бы, там большинство генов, это 90-95% примерно. Это кроманьонские гены, да, и там 2-10, там 12% это неандертальские гены, где-то больше, где-то меньше. Там есть еще денисовцы, там еще какие-то другие группы есть, но основное это вот кроманьонцы, большинство, да, и неандертальцы. При этом, самое интересное, неандертальских генов нету у значит, кроманьонцев, которые живут в Черной Африке. То есть вот я видео смотрел, генетики прям так и говорят. Вот в Черной Африке, да, которые вот сейчас живут, их тоже называют Homo sapiens. Значит, у них нету неандертальских генов. Да, то есть вот неандертальцы, которые были коренными жителями материка Евразия, да, смешались с кроманьонцами, и получился Homo sapiens, да? Вот. Есть еще в научной среде они тоже называются Homo sapiens. Это вот люди, которые живут южнее Сахары. Да? Это кроманьонцы. Это чтобы было общее понимание вообще, как бы, что как обстоит. Да? Вот я очень политкорректно выразился и с научной точки зрения объяснил, как бы, да? Вы, надеюсь, поняли. То есть вот в чистом виде кроманьонцы сохранены на планете Земля, сейчас они есть в Африке, да, как бы чистые кроманьонцы. Я понимаю ситуацию именно так. И вот и кроманьонцы, и неандертальцы, и Homo sapiens, там, вот, я, допустим, Homo sapiens, да, Homo sapiens sapiens, значит, мы являемся одним видом, потому что при скрещивании нас друг с другом у нас появляются дети, как бы, возможно появление следующего поколения, да, как бы, перенос генома в следующее поколение. То есть поэтому мы один вид, мы не разные виды, да, то есть как бы мы один вид. Также есть такое понятие, как бы в биологии и так далее, что вот я точно не помню, то ли 500 тысяч лет, то ли 5 миллионов лет. В общем, есть какой-то срок, что вот если какой-то вид от другого отделить, вот представители одного вида как бы отделить друг от друга на очень длительное время,
чтобы мутации определенные произошли, то потом они уже станут представителями разного вида, и их нельзя будет скрещивать между собой. То есть при скрещивании дети не будут появляться. Да? И таким образом, вот если представители вида Homo sapiens sapiens разлетятся на разные планеты, там, на Марс, на Юпитер, на Сатурн, там, куда-нибудь, на Плутон, там, дальше в другую систему улетят и будут там, ну, грубо говоря, 10 миллионов лет, например, жить на разных планетах, и потом встретятся, то у них дети не смогут появиться, потому что они уже будут разными видами. Да, то есть это будут как бы представители разных, ну, внешне я не знаю, как они будут выглядеть, но как бы при скрещивании дети у них не родятся, они станут разными видами. Вот, чтобы было понимание, да. И разные фантасты, разные футурологи имеют разные точки зрения по поводу того, что вот если в космос улетят, колонизируют планеты, да, то потом кто-то захочет прилететь и вообще раздолбать Землю, чтобы конкурентов не было. И какие-то другие моменты возможны, да, опасные. Потому что Homo sapiens это такое очень опасное существо, которое хочет доминировать там везде и прочее, прочее. И чтобы потом другие виды не возникли, которые будут конкурентными. Тут тоже такое же возможно, да? Вот. И так далее. То есть вот эти моменты тоже нужно понимать. Это нужно понимать. И что я хочу сказать? Вот чисто биологически определенные вещи как бы существуют. Да, вот, в частности, очень интересная штука, связанная с тем, что, вот, как я обозначил, если Homo sapiens sapiens по разным планетам разлетится через там, какое-то время, достаточно большое, да, они станут представителями разных видов. Уже нельзя будет говорить, что это одного вида, это другое, как бы, да, одного вида, что при скрещивании у них не будет. Да, я повторяюсь, но мысль такая мне показалась очень интересной. Я долго над этой мыслью раздумывал, и вот такая штука действительно существует. К этой мысли пришел. Вот. По поводу языков сказал, по поводу того, что вот эти виды могут появиться из Homo sapiens sapiens прямо в биологическом виде, я тоже сказал. Что будет дальше вот с границами между этносами, нациями, там, государствами, вообще вот при глобализации на планете Земля? Сказать пока сложно. Да, вот, я являюсь сторонником западной цивилизации, как я говорил, да, понятие мультикультурализма, там, против этноцида, лингвоцида, там, свободу вероисповеданий, свободу языкам, которые люди на разных говорят, свободу разным культурам там, и так далее, и так далее. Да, то есть как бы я полный либерал во всех этих вопросах. Вот. И самое главное, что как бы вот цифровые технологии же они позволяют все это сделать, да? И это недорого. То есть вот цифровизация языков, она позволяет сохранить все языки. То есть те языки, которые будут цифровизированы, как бы все, они выжили. Эти языки выжили, и представители соответствующих народов, языки которых цифровизированы, да, они сохранили свой язык, по сути. По сути, вот такая штука получается. И в теории, вот если уж пофантазировать, можно взять этих представителей народов соответствующих, да, с цифровизированными языками и отправить их на разные планеты. Потому что количество планет бесконечно, да. И будет марийская планета, башкирская планета, татарская планета, там, чувашская планета, там, да, где будут одни чуваши, одни башкиры, там, ну, на соответствующей планете одни марийцы, там, и только марийский язык, например, там, и так далее. То есть как бы пофантазировать можно как угодно, и можно сделать все, что угодно. Вот, как бы, если можно колонизировать планеты, если можно цифровизировать язык и соответствующих носителей культуры языка там отправлять на эти планеты, и у них будут соответствующие планеты, как бы, где будет одна конкретная нация с одним конкретным языком, культурой там и прочее, прочее. Это вполне возможно. Вот, такое небольшое размышление. Оно уже на 24 минуты, поэтому дальше продолжать, наверное, смысла нет. Это такая небольшая фантазия на разные темы. Всего хорошего, до свидания.